Дзень паветрана-дэсантных войск и сил специальных операций Беларуси – одно из любимых и шануемых святов не только для военнослужащих у блакитных беретах. По традиции в этот день на урочистости у 38-ю десантно-штурмовую бригаду приходят и шматликие гости. Так само и были военнослужащие бригады, кому пощастило у разные годы носить блакитный берет и лишить себя элитой узброенных сил Республики Беларусь. Тому, что память об службе у этих подразделениях застается назавсёды. Я считаю, что служба, которую я провел, не прошла даром. Во-первых, естественно, праздник получили мы, и есть чем гордиться. Не жалею, что провел в 38-й бригаде. Это самая лучшая бригада. Я здесь стал мужчиной. Прыжки командиров, все учили. Как говорится, дембеля наши тоже учили, чтобы быть не сопливым пацаном, а стать мужиком. Им всем большое спасибо. Служил в этой части в 99-м году у подполковника Сахащика Валерий Степанович. Помню очень хорошо, до сих пор дружим. Гонором усяго свайго жыцця лічыць службу 38-й десантно-штурмовой бригаде і адзін з былых камандзіраў падраздзялення Валерий Сахашчык, які з ветэранамі ў гэты дзень арганізаваў спецыяльны прабег. Товарищ гвардии полковник, группа военнослужащих запаса воздушно-десантных войск Советского Союза прибыла для проведения торжественных мероприятий во знаменование 87-й годовщины воздушно-десантных войск. Меня берет гордость за то, что сегодня мы видим перед собой в нашей родной бригаде. Все замечательно. Я уверен, что мы прослужили, отдали свою жизнь в ВДВ не зря. Сегодня загудел вертолет, утром защемило в душе, вспоминал, как я всегда рано утром 2 августа нюхал воздух, смотрел, как там играют воздушные струи. Очень хочется вернуться в строй. Очень часто просыпаюсь ночью с ощущением, что мне нужно на службу, и начинаю искать ботинки, берет и рюкзак. Потом с разочарованием просыпаюсь, понимаю, что это был только сон. По традиции в этот день военнослужащие бригады проводят показальные выступления и демонструют профессийные навыки, а лепшие из лепших отрымливают заслуженные узнагороды от командования и выконавчей улады в области и города. У черговый раз у показальных выступлениях был венский вальс Иоганна Штрауса, які военнослужащие виртуозно виконали на боевых машинах марки «Урал», а их ассистентами стали танцевальные пары. Конечно, был и традиционный рукопашный бой разведчиков, які завсёды гостями успрымається с цікавостью и захоплением. Девиз «Никто кроме нас, один за всех и все за одного» – это именно наш девиз, к которому мы идем всегда по жизни. Я скажу так, что поколение, ребята молодые, молодцы в любом случае. Они этим делом гордятся, они стараются. Это наше будущее, я знаю, что это будущее будет достойное. У святочной программе были и боевые эпизоды. Проведение мобильным подразделением, блокировки и знищення незаконного войскового формирования, дзеяння штурмового батальона и шмат іншай вучебной боевой работы, якой штодзённа займаюцца бойцы 38-й десантно-штурмовой бригады. Нездарма шмат гадоў запар гэтае вайсковае злучэнне прызнаецца лепшым ва ўзброеных сілах Беларусі. І гэта вынік добрай падрыхтоўкі, вывучкі асабістага составу и пераемнасць пакаленняў воинов-десантников. Служба у таких подразделениях была, есть и будет одной из самых престижных и завсёды будет выкликать повагу и захопление у тех, кто только рыхтуется до службы в армии. Юрий Печев, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».